за бортом. Температура минус 21 градус. Как мы видим, 28 ноября, 7 часов 52 минуты. И мы опять, друзья, на рыбалке. То есть пока еще не на рыбалке, но приехали на рыбалку. И на этот раз с Иваном Григорьевичем приехали опять на 3 дня. В прошлый раз рыбачили 2 дня. По ведру на брата мы взяли, поймали рыбы. Хотя и приехали с рыбной едой, считай. Так что не сработало. И вот состояние Печоры на 28 ноября. 21 градус. Все опять у нас парит. Тут у нас все уже давным-давно замерзло. Но вот там, на фарватере, вон, все открыто. Вот, все открыто. Вода как с бани, как будто с бани течет. Не думает даже останавливаться. Но как бы шуга вот местная образовывается. Пласты пошли. Забереги постепенно зарастают. И вот там все дальше, все открытое. Хотя в райцентре уже давно заливают переправу. Там все стоит выше по течению, ниже по течению все стоит. Это вот просто участок такой, километров 30. Точно, если не больше. Да, вот все открыто, и не знаю, когда это все замерзнет. Приехали сюда, вот на наше место, где мы ловили хариуса. Вот поставили 3 продольничка на червей в прошлый раз. За 2 дня никто даже не пробовал червя, все черви целые. Получается, или за шугой хариус сюда не заходит, что-то бы было, все равно клюнуло, наверное. Да, вообще никого. Но мы попробуем, наверное, еще насадим, оставим, да, на всякий случай. Это как контролька будет у нас. Хариус клюнет, значит, будем на удочку пробовать. Пока хариуса нет, даже и пробовать смысла нет. Не будет, нечего. Так, ну что, по прогнозам, что на этот раз скажешь? В прошлый раз прогнозы частично сбылись. Ты сказал 3 килограмма хариуса, только одного поймали, где-то 700-800 грамм. Ты сказал, налима не поймаем, но налима мы поймали 5 или 6 штук тогда. 6 штук. 6. Ты сказал, по язям там штук 6, мы поймали 19 штук. Щук поймали. Значит, 1 к 3. Да. Что на этот раз ты скажешь? Этот раз крупный налим попадет. Сколько штук? 2 хватит. 2 хватит, да? Ну и язей десяток. Первую проверку? Да, первую проверку. А вторую? Ну, а вторую, может, еще десяток. 7-18. А третью проверку, может, на 3 дня? Да, на третью. Еще десяток. Еще десяток. 30 язей, короче, нам обеспечено, да? Да, почти 30. Вот у нас машина до отказа забита. Везем матрасы, одеяло, подушки. Потому что в избе там уже что-то старенькое, рваненькое. Жесткенько спать то оказывается. 2 ночи спать надо. Короче, сегодня Иван Григорьевич на буксировщике поедет на мягком корыте, как барин. Может, придется на трассами обшить корыто. Не знаю. Одно можно будет оставить для поездок, чтобы на нем сидеть, а не на ящике. Сел на днище корыта и все. Лег. Ну все, друзья, пошли на речку. Будем насаживать червей, на продольники отдалбливать. И поедем, соберем мальков с тюрьмы. Ой, с ловушки, то есть. И поедем проверять. Работы хватает. Ну, а там уже посмотрим, что и как там, чем будем заниматься. Все, погнали. Что, Иван Григорьевич, пошла рыбалка на малька? Охотимся. Охота на малька. Так, держи камеру. Так, пойдем. Первым делом покажу. Поступил вопрос от новых зрителей на канале. Как изготавливаю я ловушки для живцов. Все такое. Года 2 назад у меня уже был ролик, как я изготавливаю. Ну, тогда у меня зрителей было на канале немного. Для новых зрителей, для новых друзей, для новых подписчиков я объясняю. У меня есть ловушки по 5 литров, баночки, вы их видели уже. Есть по 30. Это обыкновенная пивная кегля, которая в пивмаге, их просто выкидывают в мусорку. Если вы их спросите, я так думаю, они не откажут, вам дадут ее. От одной кегли отрезаю горлышко вот так вот. От одной кегли вот так вот где-то отрезаю горлышко.
от другой кегли отрезаю дно. И потом вставляю горлышко вот так вот. Горлышком туда. Все это здесь стягиваю проволокой. Здесь все прожигаю отверстие паяльником. И обязательно надо положить груз. Я вот кусок металлической трубы, чтобы он не так вот вставал, а ложился на дно, лежа. Если не трудно, можно вот так вот даже привязать его. Тут я вот леской навязал старые шпингалеты от окон. Вот тут у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 шпингалетов навязал. И он в любом положении, он как Ванька-встанька, по-любому вот раз, он все равно встанет на то место вот, раз, на которое привязан груз. Ну вот, горлышко можно здесь дополнительно сделать сужение, припаяв или прикрутив горлышко от любой другой бутылки. Тут у меня ничего не сделано, тут у меня просто широкие. Сюда может даже зайти и ёрш, и налимчики, и все что угодно, какая рыба есть в водоеме. На этой кегле у меня, как видите, сделано сужение. То есть я здесь дополнительно вырезал и из 4-литровой бутылки, из-под омывателя стекол вроде бы даже, сделал как раз горлышко тут поменьше, припаял. И здесь как бы уже малек, ёрш влезет, но меньше шансов, что они оттуда вылезут. Сюда лезет похуже, сюда лучше. Почему? Потому что я уж потом со временем понял, темный пластик, почему-то рыба, малек боится темного пластика, лезет сюда похуже. Эта бутылка у меня была прозрачная, сюда лезла просто на ура, тысячами их они сюда залезали. Со временем это налет, все, тина села, начала залезать похуже. В идеале было бы взять, конечно, ёршик и хорошенько это все отмыть. Ну ничего страшного, малек лезет и ладно. Также сюда небольшая горсточка от трубе, комбикорма. Кидаем и все. Туда залезают, здесь они, вытаскиваем их, открываем крышечку. Резьбовые соединения тут просто эта крышка. И все, кидаем, она на дно вот так вот садится. Здесь у меня, а вот здесь у меня, да, ничего нету, это она первая была ошибкой. Сюда я уже кинул трубу. Обязательно груз нужен, потому что она может сесть вот так на дно, сесть так. Хотя я уже сделал как бы веревочки вот такие. Так, сейчас мы это закинем, тоже комбикорм. Это я новые сегодня принес, думаю, что они в сарае будут. Ну а пока первым делом давай проверим наши 5-литровые ловушки, которые здесь закинуты. О, минус 21 сразу сковывает лед. Берем водички, сразу побольше, в надежде, что... Так, комбикорм у нас. Ну что, и смотрим, что у нас залезло на этот раз. В прошлый раз залезло маловато, потому что комбикорма не было. Но на этот раз мы комбикорм, все нормально, закидали в баночку по горсточке. Я так думаю, должны залезть. Что-то они все перепутались у меня, ладно. Смотрим. Маловато. Маловато. Так, 3, 4, 5, 6, 7. 8 штук. Что-то, видать, нехорошо легла, что ли она. Ладно, смотрим. Смотрим другую банку. Что-то все у меня они перепутались. Ну тут немножко, десяток, наверное. Так, тут у меня вообще 3 штучки только 3. влезли. А шороху наделали. Раз, 2, 3, 4, 5. И вон 6-я. Блин, тут тоже груз не закрепленный. Комбикорм только-только еще начал размокать. Здесь он как бы тоже лишний не нужен. Потом рыба здесь подыхает. О, лед трещит. Так, ну что. Третья ловушка. О, здесь более-менее штук 20 влезло. 30, наверное, даже где-то.
Комбикорма тут еще хватает. Раз на раз не приходится. Бывает очень хорошо идет. И здесь тут, наверное, 20. Бывает очень хорошо идет. А бывает не очень. Вот эти твердые маленькие гранулы очень долго растворяются. Лучше брать... Ты поближе подошел бы. Лучше брать отруби. Они гранулы крупнее и они очень быстро растворяются. Это вот получается сколько? Дня 3 назад мы проверяли. И они до сих пор еще до конца не растворились. Вон. Поймали общей сложностью штук 50, наверное, 60. Но в принципе на одну проверку должно хватить. А дальше все как обычно. Закидываем. Сюда можно даже, наверное, не закидывать. Тут комбикорм и так остался. Ну, буквально по пару гранул, может быть, так. Не больше. Потому что слишком много тоже не надо. Чисто для запаха и все. Можно было твою готовую прикормку уже сюда кинуть, да и все. Которые что-то не взяли с собой. Любое, можно просто заводскую прикормку даже кинуть, да и все. Так. 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 Закидываем. Одну туда, одну сюда. Опа. Это так. Это так. Как-нибудь долягут. Потому что, я говорю, надо обязательно по бокам ложить груза, чтобы они ложились горизонтально, не вертикально, не перпендикулярно. Так, ну пойдем закинем тогда еще те ловушки. Посмотрим, как они сработают. Также буквально немножко комбикорма для запаха. Отверстие тут хоть хариус влезет. Ну, здесь уже поменьше. Вот эта банка очень хорошо лезла весной. Я просто высыпал килограмма 2 мальков, наверное. Это было весной. Сейчас посмотрим, как они сработают зимой. Вот без груза они очень долго тонуть сейчас будут, конечно. Особенно вот это. Отверстие. Можно чуть побольше тут было сделать, конечно, чтобы кислород лучше ходил. И вот надежда, конечно, вот на эту ловушку прозрачная. Если что, делайте с прозрачной. Малек лезет на ура. Вот эти видно. Все. Расположились веером. Одна смотрит туда прозрачная, одна сюда. Вот без груза она поднимается почему-то, она боком. Обязательно ложите кусок трубы или что-нибудь такое, или плоскую пластинку железную на одну сторону, чтобы оно ложилось. Ну, как-то вот так, я думаю, все понятно. Ничего сложного в этих ловушках нету. Пластика предостаточно. Я говорю, хоть 30-ки в пимагах, хоть 5-шки. И очень хорошие ловушки, удобно. Закинул, и они делают свою работу. Малек лезет. Ну что, малька мы поймали, немного запас там есть, на сегодня точно хватит. Поехали теперь к буксировщику и на урагане вперед из песни на проверку наших продольников, на проверку крючков, на проверку палок на налима. Сегодня ждем крупного трофейного налима. Ну, Иван Григорьевич, сегодня будешь как принцесса на горошине? Да, на ковре. Ну, давай. Ковер-самолет. Испытываем. А где твой ящик рыбацкий? Да, дома оставил. Дома? Да, я сидеть не буду, буду двигаться. Понятно. Мороз. Краса. Ты так неудобно будет. Лучше ноги по сторонам, наверное. Сядь, сядь лучше, Вань. Стоп. Нет, Не, лучше сядь. наоборот надо. Вот. Так. Вот. Погнали. Вот. О, кувыркнешься, Вань. Ну, вперед головой, не ногами. Ну давай.
Погнали! Пока, Нивушка, на 2 дня, на 3 дня. Оставляйте вы меня. Поехали, поехали. Пробовали, в общем, ершей или что-нибудь живцов, потеряли час. Не клюет ничего. Прямым ходом до избы. Матрасы, одеяло, все там оставляем. Продукты, чтобы не замерзли. И только потом уже поедем на проверку. Ну, здравствуй, избушечка. Недолго мы пропадали. Всего 1 день дома были. Привезли тебе постельное белье, матрасы, одеяло, чтобы мягче спалось. Первым делом, в прошлый раз бересту полмешка Иван привез. Первым делом сейчас растопим печку, чтобы нагрелась изба, а то на улице мороз. Тот раз заложил дрова. И не загорелись. А не, я и не поджигал. А, да, мы же хотели Даже растопить. есть береста. Точно. Там много. В общем, идем, таскаем продукты, чтобы не замерзли. Попьем чайковского. Да. И вперед, работы много, а время уже у нас пока тудым-сюдым. 5 минут 10. Нет, 20, пол-11 уже. Уже пол-11. Так что времени у нас остается полчаса. И опять мы в темноте будем делать проверку. Сегодня больше ничего не будем делать. Ни живцов, ничего, ни жерлицы. Все оставим, все сделаем завтра. Все, пошли таскать матрасы, одеяло. Ну, коль согрелись, надо сразу и пообедать, чтобы потом уже до вечера, до ужина работать. Ужин у нас сегодня, обед, то есть у нас сегодня домашние заготовки. Это макарошки, винегрет. Иван Григорьевич говорит, супруга Валентина делала всю ночь винегрет. До 4 утра холодец варила. Винегрет делала. Холодец какой? Куриный, свиный? Говяжий. Говяжий холодец. Аджика, да? Аджика. Все. Ну, чай налили, мандарины, скоро Новый год. Да. Больше. Да. Ну, давайте Да. будем. Будем. Перекривляйся сильней. Вот. Эх, беда. Ладно, пусть. Вот люди или по состоянию здоровья, или по состоянию души не употребляют спиртные напитки вообще. Да. И они злые на всех людей, которым это можно позволить. Да. В меру. Почему бы нет? На рыбалке культурно. Если бутылку там мы пьем за 2 дня там или за 3. Да. Это мы алкоголизм тут увидели. Ужас. До чего надо быть язвительным, злым человеком, чтобы вот такую гадость писать? Нашли пьянство, блин. Больше пьянок, меньше рыбалок. Да. Больше рыбы им достанется. Да. Никакой рыбнадзор, никакой охотнадзор еще не спас столько рыбы, дичи, зверя и всего-всего-всего, сколько водка. Да. Привезут водяры ящик, нажрутся и не рыбачат, и не охотятся. Если бы мы водку привозили, может быть, так же делали. А так с рыбацким напитком все культурно. Сделали вид. У Перми насчет этого хорошо. Рыбаки сидят на речке. Едет одна конка с колокольчиком, и ящики с водкой, и пирожки горячие. И вот смотришь, только проехала вниз, уже здесь кучка, здесь кучка, здесь кучка. Это как на море, да? Горячие пирожки, горячие А пирожки. нет, там колокольчик, день. Ну что, мужики, что? Ну все, скинулись, соображаем. Сколько там? Посчитали людей, по сколько? Да, А, не пирожки там, кукуруза. варен. Вареная, свежая кукуруза. Молодая кукуруза там. Так что не берите в голову. А мне там понравилось в Перми. Никто не пьянствует. Если Ну, бы там народу. нам нужен был алкоголь, если бы мы хотели пьянствовать, да разве бы мы приехали Дома на сел. рыбалку, достали бы баян, да это. Да. Народ, кстати, ждет баян. Говорит, о, Иван Григорьевич, когда я перегнал новую самогонку-то, говорит, Иван Григорьевич, ждем теперь песен на баяне.
Ну, возможно, как-нибудь и привезем сюда баян, но пока нет мест. Вот пока одеяло, матрасы привезли. Да, В следующий раз, если надолго приедем, почему нет? Привезем, он оттает и сыграем что-нибудь. Может, на Новый год привезем, да? Ну, Там вдруг, как в сказке, скрипнул да, дверь. полную избу навезли матрасу. Ну а что, нормально? Зато теперь будем спать в удобстве. Ладно, заболтались мы, кушаем, обедаем и вперед на речку. Верно говорю? Аджика тоже, окей. Солнышко уже садится за горизонт, прячется за верхушки елей. Приехали на нижний участок. Как мы видим, река Печора еще идет полным ходом. Никак не может остановиться. Шуга шумит, шуга плывет. Шуга стала с белыми пластами, но она идет. И еще идти будет очень и очень долго. 3 луночки отдолбил, начало сделал. Лед замерз сантиметров 7-8, наверное. Это на лунках. Здесь уже он толстый. Там тоже уже нормальный крепкий лед. Просто там что близко рядом с полыней. Ну и начинаем проверку. Посмотрим, что нам дал Бог сегодня. Так. Как-то так. Затянули. Ой, забыли крючок. Как всегда что-то. Он буксировщики у меня. Если что, недолго взять. Ну что, первая палочка. И смотрим. Нету. Пусто. Пусто. И крючки пустые. Всех живцов скоммуниздили. Опа, есть. Есть язычек. Наконец-то размочили счет. Хренскадан. А то все пусто, да пусто. Вон, палок 10, наверное, проверили, все пусто было. Вот и первый дружочек. Дружочек, язычек. Так, ну что, зашугованная сторона нам дала только одного подъяза. Вот такой вот подъяз один. Закоченел сразу на морозе. Посмотрим, что на кромке льда нам дало. Как мы видим, появились пласты льда. Вон. Об забереги вот трутся. Вон. Слышно, как шумит шуга. Ну и эта фигня, наверное, вся сейчас тоже под лед забивается. Ладно, посмотрим, что нам дала крайняя полоса палок. Вода немного прибыла. Вон, вся шуга, вон. Вон, палки все в шуге. И ни хрена тут нет. И живцы по-любому живые. Ну да. Так что не знаю, где рыбачить. Посмотрим до конца, там видно будет. Вон местами шуга прям идет от берега до берега. Вот такие пласты по 150-200 метров сплошняком. Но лед еще тонкий и нигде не может упереться. Если где-то тормознется, то будет набиваться шуга. О, что-то у меня палка шевелится. О, а что она шевелится-то у меня? У меня палка шевелится тут. Вань! Ваню! Ладно. Что она? Сама по себе, что ли? Вся в шуге. Не, от течения. Я уже думал, рыба тут, блин. Вон, норка тут ходила везде. Может, рыба и попадает, она нырк туда, допустим, в воду, подойдет к палке и съест рыбу. Но здесь мальки целые. Это просто течением, видать, крутит.
Глубина получается метр, 2 метра где-то, наверное, 2,5. Вот так вот идет шуга. Как прям весной ледоход. И все, шуга шумит, шуга набивает. В принципе, рыба должна заходить под лед. Потом река тут делает поворот. Льды идут дальше туда. Эта сторона более-менее чистая. А тут все подо льдом, шуга. Может быть, еще из-за этого ничего не попадает. Ну, посмотрим. Вся надежда на нижние палки, где был чистый лед. Сейчас глянем. Может, там что есть. Пока пусто. Один ездечек и все. Да. Надежда была. В принципе, она у меня и сейчас еще есть. На эти палки, возможно, и что и попадет. Ну, Петр Павел, дай нам рыбки. Ага. Шуги нам точно дает. Не, все в шуге, все же шуговано. Сплошняком там стоит шуга. Сейчас надо ждать, пока этот лед не встанет, морозы встанет, и потом уже по этому льду туда выставляться. Вот тогда будет надежда на улов. Будем переставляться. Ну а пока тут вон палка даже не лезет сквозь шугу. Какая может быть рыба, если до дна тут все зашуговано? Так, здесь еще зашуговано. А там дальше уже нормально идет. Ух ты. О, ну какая здесь может быть рыба? О, какая шуга. Опа. О, какая нахрен может здесь быть рыба? Полностью забита шугой, блин, все. Вот то, что несет, все под лед запихало. Теперь только ждать, когда река встанет, шуга перестанет идти и кидать туда. А так это фигня полная. А в принципе, эти палки тоже все во льду. Да. Но тут хоть тоньше немного. Ну, давай, фишка этого я делаю так. Лучше Хариуса. Ну, давай, Хариуса, ладно, согласен. О! О! Давно бы так. Я же тебе сказал, я сделаю так. Давно бы так. Когда на то все пусто, да пусто. Наконец-то счет размочили на этой стороне. Да, Заглотил хорошо. да, этот хуй не сорвется. Все. Жабры. Ах, блядь, так, пока там не ушел, пойду-ка отдолблю. Должны быть, блин. Заглотил хорошо. Он крючок мелкий, но толстый. Я его заглотил до упора, можно так сказать. Фух, не густо, не густо. Но на эти палки надежда есть, конечно. Здесь хоть не так зашуговано. Вон, намотал вокруг палки. Раз, два, три, четыре. Вот и ладненько. О, налимчик. Наконец-то.
Небольшой, но приятный. Наконец-то, Григорич, первый небольшой налимчик. Оба крючка съел. Обе малявки съел. На 2 крючка попал. Янска, да. Ну, теперь, надеюсь, там дальше будет. Рот открой. О. Да, ты бы не сошел. 100%. А? Сорвет с крючка. Она там нырнет, пройдет туда. Да, вот она, где слышит, видишь, тут топчется, она слышит рыбу. Значит, здесь была рыба. Чё же она сама-то не попадется, а? Вот заглотил крючок, она не берет, блядь. Сука. Вот. Она же есть, то ну, не видно нигде. Ну вот сейчас несколько крючков. Сейчас несколько крючков было это. Пожеванный. Пожеванные мальки, но. А что она малька-то не берет с крючком, блин? Она ловит рыбу в зубы и выходит и где-то на льду есть. Тут опять зашуговано. Палки все во льду. Ух ты, все запутано. Точно выдра, наверное, хулиганит. Вон, видно, что была рыба. Все крючки пустые, а рыбы нет. А вокруг вон следов куча. Она там, наверное, нырк. И ням-ням. Какое ты говоришь солнце это? Цыганское. Цыганское солнце? Почему цыганское? Ну, потому что ночью светит. Ага. Ну вот, вроде недавно еще нормальное солнце было, вот там вот. Оно вот ушло туда за деревья. И вон, как Иван Григорьевич говорит, выходит цыганское солнце, полнолуние. Выходит луна, мороз крепчает. Выдра вон все исходила, все истоптала. Иван Григорьевич предполагает, что это она рыбу снимает с крючков. Потому что видно, что рыба была. Рыба запутала так все по палкам. Сорванные мальки, а рыбы нет. Ну, вот крайняя палка на этом участке. Зашугована. 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 И ничего нет. Так что... И вон, все крючки пустые. Но такое же не может быть, чтобы... А вон нет, один малек живой. Малька же не съела почему-то выдрана. Не знаю. Ну, он, короче, на всем участке 2 язя и налимчик. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. О-о-о. Ну как вам? Отлично. Удобно? Удобно. Жарко. Погнали на другой участок. Здесь выдра. Там, может, хоть выдры нет. Все повыгнало. Повыгнало. Ох, попадешься ты у нас. Погнали. Ну вот мы на втором участке. Ну вот мы наконец-то и в избе. Намерзли сегодня. Все так и рыбу видно, и тебя. Камера
Экшн-камера на морозе села. Достал вторую экшн-камеру, которую выслали мне одноклассница в подарок. Батарейка там тоже сразу села, запасную тоже села. Короче, съемки не получились. Эта камера была в избе. И вон, короче, наш сегодняшний улов составляет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 язей. 7 язей. Вот такой вот налим. Где-то грамм 700, может быть, 600. И вот такой вот красавец. Наконец-то вот такой вот красавец. Килограмма на 2. Это точно 2,5, может быть. Все-таки первый зачетный налим. Очень много палок, ну немного, но пришлось поднять. Все зашугованное, палки все в шуге намерзли. И плывет шуга по реке. В общем, завтра не знаю, чем будем заниматься, посмотрим на погоду. Если будет такой же мороз, у нас живцов осталось мало, завтра пойдем ловить живцов. Все-таки надо поймать ерша, чтобы ловить вот таких вот дундуков. Иначе вот эта шушера, блин, срывает мальков только на раз-два. А теперь все еще и в шуге. В общем, не пусто. Грубо говоря, опять же, ведро рыбы мы с Иваном Григорьевичем поймали. Теперь в избушку. Вот она, уже печка топится. Огонек горит в окне. Нас ждут. Да. Вкусный, сытный ужин в лесной избе мы сегодня заработали. А это главное. Теперь начнется самое приятное. Полезное мы сделали, теперь будет дело за приятным. Встречаемся за ужином. Да. Ужин готов? Готов. Вот, ложки положены. Приятный момент, да? Когда уже Да. после мороза, уже где-то, наверное, по 25 туда и 30, Уже наверное. долбить тут не надо, тут спокойно. Благо еще и ветер не такой сильный. Да, вот поднимался ветерок уже. Противно. Сразу коченеют руки на морозе. Он такой тянул чуть-чуть. Мы это сделали. Да. Трезвенников, язвенников просьба Отвернуться. отвернуться, отойти от экрана. Ну, от пандемии. Да. Пусть она обходит нас стороной. Да. К лешему пусть идет. Я январь, февраль отработал. Не, в январе ты не работал. Ну, В январе мы на рыбалку ездили на С Светлое. 20-го я же поехал на работу. С 20 января. 20 января, ну, январь-февраль. Потом февраль, начало Должен и был март. в марте приехать, да? Нет, в феврале должен В был. феврале я приехал. В феврале, март отдохнул. 18 марта заехал. И 18 июня приехал. Вот она началась пандемия. И прозевал последний лед. А я еще комиссию прохожу. Кровь сдал, а Десятникова говорит: вы никакие прививки не делали? Я говорю: нет. А я говорю: а в чем дело? Интересно же. Она говорит: у вас в крови антитела, антивирусные тела. А еще не было этого вируса. Я говорю: так это плохо или хорошо? Так еще никто не... Разговора не было об этой пандемии. Она говорит: это хорошо. В принципе. Да, и вот в принципе... В принципе, хорошо. Я вот только салом прививаюсь потихоньку. Слушай, а ты с тестем ведь тоже ловил налима, да? Да. Так же на палке или на морды? И на палке, и на морде. Возле Тойска, да? Да, под бараном на палке, а на пляже загораживали на морде. И Но куда лучше попадало? в морде Самый крупный налим сколько был? было 6 с лишним. Ну, вот такой вот на столе.
Мой рекорд 7300. Это... А тот прошлый год был 6400 был. Был 6 с чем-то, ну, тоже где-то. Может, 6400. Ну, дед просто сказал. Ну, это 6 килограмм. Я же не буду перевешивать. Так, на взгляд, да? Но за зиму 2 тонны сдавал в райпо. Налима. 2 тонны налима. Да, но они занимались втроем. Василий Васильевич Попов, покойничек уже. Миша Марков, тоже покойничек. И тесть. Они втроем занимались вот этими мордами. А я с тестем дополнительно еще ходил туда. Для себя. Да, ну, для себя и тоже. Так этого налима было. Вся родня кушала. Вся вот. Всем печени этой. Теща напекла пироги с печенью налима. Это они такие с ржаной муки. Ну до чего такие в русской печи. Ну до чего вкусно, блин. Как Чукча говорил. Я, блин, это с чаем не мог оторваться. Я один раз, второй раз, третий раз. Я объелся этих пирогов, потом мне на работе, блин, ну налим, отрыжка, этот жир. Я потом как увижу налима, меня тошнит. Я, блин, год не ел, наверное. А сейчас радуемся, да? 2 Да. килограмма попало. О, Да. вот Я- куда он исчез, по-твоему? Куда он пропал? Не знаю. Много же было. У меня отец ловил много. Он Так поставил много. 20 палок и рюкзаками таскал. Ну, конечно, да и были налимы, были, бля. Там, ну, такие вот не было. Я что-то не помню, что такие вот морду А зовут. такое останется? Батя оставляет его, Да, и и крупный сразу попадает. Ну не сразу, там, может быть, может сразу, может в течение может недели. через 3 раза пусть проверил, да. А Дед тут тоже. болтается 2 или 3 маленьких налима, и никто его не ест. Ну это из-за шуги, это зашуговано. Потому что этот не поднимается. Этот Теперь- как-то... Надо дождаться, чтобы эта пленкой покрылась. И, да, вот все. Да. Вот тогда будет И дело. тут-то лед толстый уже будет, там Да. тонкий будет, Да, день-два. И в самом Вот туда, да, где шуги нету, вот туда надо будет поставить. А что тут, я палку вытаскиваю, она вот такая, килограмм 30, наверное, палка весит, блин. Я сегодня все руки Ну да, порезал, там- блин. Там может вот такое пространство. Ну, как он будет ползать? Нет, шуга только сейчас пошла с морозами. Но то, что вся рыба, что у нас попала, это попало не сегодня, а вчера. Перед шугой. Да, перед морозами. Там Между Надежда прочим, на Сойве под мостом, где с правой стороны заходишь с тропки, тут же яма. И тоже весной. Ну, все зашуговано. Чистюкин спустился, ну, блин, пробурил тут шугай, тут шуга. Берет палку длинную, шуп, 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 шуп. Шугу пробил, закидывает удочку, хоп, хариус, хоп, хариус, сиг, хоп, под шугой. Ну, там расстояние было между шугой, там, блин, считай, 4 метра. Мгм. Ага, но мы поздно это усекли, короче, все равно у меня внизу была блесенка такая, ну, небольшенькая для окуня. Самодельно. Да, самодельно. И крючок. Я на крючок червячка, а сюда эти опарыши. Тоже проткнул, кидаю, хоп, на червячка сиг, на эту хариус. Одновременно. Одновременно я вытаскиваю, блин, 2 штуки. Я говорю, ну я тебе, наверное, догоню, Васек. Он говорит, ну, блин, вам только покажи. Я говорю, так что ты показал? Мы же все секем, кто где. Только клюнуло. Так. Я вот из-за этого не люблю, когда толпой рыбачат, Да ладно. особенно на устье Да, Сойвы. и Стоит кому-то сига поймать, уже всё. те 7 человек обурили, блин. Хоть, блин, уже ты уже остался в стороне. ужас. Как будто рыбу никогда не видели. Гена и Конян кричит. Он заикается. У меня тут кормушка. Ты напротив меня не садись, вон туда иди. Тут у меня моя линия. Это... А все, чего? Чего? И чего? Что ты сказал?
Я там был на Новый год, обычно там вот в первых числах января. Да-да, 2 января там все клюет. клюют, да. Мгм. И все туда Это идут. уже давно мы заметили. Еще старый этот у Игоря отец Новосельцев поехал 2 вечером звонит. Ты знаешь, что я, наверное, 25 штук поймал сига. И сиги такие. И один был. Нет, он был один, потом пришел Кузя. М. Кузя на червя. Рядом сидит на червя. Дед тягает. Кузя ходил, говорит, ну он же рассказывал. Ходит, блин. Ну на что вы ловите? Вы на что ловите? А дед говорит, ну я на опарыша. Он, блин, а я на червя. Дайте пару опарышей. Это, значит, раз, открывает коробочку, возьми. Блин. Сел чуть ниже. Он тягает, говорит, я уже не тягаю. Но я до него натягал там. Он тягает, я не тягаю. Потому что он в его струю он стал, рыба же так стоит. Вот сядьте вон сбоку, да и тренируйся. А это тут кормушка стоит. И, блин, ниже сел. Ну, понятно. Я там не люблю. Вот раз побыл, не люблю. Я больше люблю или один, или Да. вдвоем с напарником, троем, Да, ну, ну, в общий котел, чтобы. Да. Ой, как стало хорошо, тепло стало. И усталость снимается. Ну, Попробуй это долбить. Все равно же у меня еще тем более я уже давно не долбил. У меня это хорошую зарядку сегодня получил, да, да? ну так я вот эти дни чувствую, даже у меня начали мышцы расти. Бицепсы по новой, да? Да, по новой. Я, блин, надо еще турник, да. Я Ну к да. Сереге пришел, у него пацан тут турник. Я говорю, это не сорвется? Нет, ну я, блин, раз вперед вылез такой, переворот сделал и обратно. Но после этого, блин, свело лопатки. Я говорю, ну блин, нафиг я. Без дёр- тренировки, конечно. Ну да, я дернулся. А Все-таки подтягивался сколько раз? Рекорд. я в армии, не помню, я даже, блин, что-то я мало подтягивался. Ну, норматив-то Ну, сдавал я, 16 да, раз? сдавал, я солнце крутил на перекладине. Ничего Да, себе. сперва с ремнями, а потом без ремней даже. Ничего себе. Да, я сразу раз передний вылаз мне и ре- делаю стойку прямо. Вот стойку делаю и пошел. У меня рекорд 28 раз, но это не в армии, уже после армии. В армии норматив-то я делал 16, Да, ну я вот сколько но не больше. А тут старшина. лет, При- 20 лет 25, наверное, вот в рассвете сил, когда был. Ну да, я тоже. Хоп-хоп. Да я еще сперва, я же не сказал, я в Свердловске в спортроте попал, блин, и в футбол играл. Там, я потом тут за милицию играл еще, да? В Троицке? Да. А почему за милицию? Ну, потому что пихней А, пошли это. Ну и что, играл. Ясно. Там команды же у каждого свои были. Да, Там да, много как. тут, блин. Ну, короче, Кубок Заря. да, потом вышел, начал на 6-м работать. Да, за 6-й, за кедр там, или что там. А, пламя у нас было, пламя. Где-то и бутсы валяются, и майка это пламя. И бутсы валяются. И бутсы валяются. Ну давай, чтобы не валялись. Ну, пусть бутсы. Ну, завтра посмотрим на Да, градусник, вот на термометр. Да, ерша надо бы найти. Уже 20. А где его искать-то, блин? Ладно, смотри, курю попал пробурим там. На центре, блин, попал на центре речки Ёрш. Нет, поищем на курю, а если нет, и время будет позволять, налегке возьмем чисто термоса, бутерброды, сало в один рюкзак. И, может быть, туда сходим на озеро с разведкой. На Сариты. Мгм. Там же недалеко, Ну да, тут уже что. по гривке-то. Ну, посмотрим, будет день, будет пища, давай. Ну, дай бог. Сейчас мы поужинаем, отдохнем, и завтрашний день покажет градусник, может там какая температура. Здесь хочу посмотреть тоже, мы с утра здесь посмотрим сначала, и потом уже поедем. Ну, от пандемии. Ну, давай.
Очень красиво. Очень красиво пошла. Как сплетня по деревне. Или как отзывы. Я сейчас ничего не успеваю. Загрузил наперед 3-4 ролика. Когда буду на комментариях, я даже не читаю. Прочтешь, надо ответить. А без очереди как? Так что, друзья, у меня задержка будет сейчас колоссальная. Где-то неделя, даже, может быть, 2. Потому что сейчас каждый день этот то переставлять. Я то... даже сейчас вот только выпустил, когда с Серегой ездили, вот 4 часа. Первая часть, как заехали, мне пишут, типа, а что, говорит, ну, показываешь, как жрете, да пьете, никакой рыбалки. А тогда рыбалки же не было первый день-то. Да, первый день мы только добрались. Мы живцов поймали. Палки переставляли тогда. Да. Работали. А то на второй день пошли на озеро. Там чуть-чуть. А третий день половили на продольнике. А только сейчас вот Это выпустил. же такое дело. Ты приехал, еще ничего не подготовлено. Ну как ты будешь ловить? Чем? Этот день готовиться ж надо. Да и в избе тоже. Надо и дрова. Надо Да, и... ну все надо. А день короткий. День очень короткий. Да, что ты. Часа 2 не хватает. Еще пару часов хотя бы и было бы нормально. А весной время будет хватать, так налим не будет ловиться. Весной вообще не ловится, да? Ну я тебе Да он говорю. уже сейчас в декабре перестанет. Но Вот вот крещение пройдет, все. очень мало, да, потом. А сейчас вот он должен ловиться, а сейчас он из-за шуги. Где он сейчас Да. гасится? Да. Вроде от шума должен сюда идти, а тут все зашуговано. Опять он под шугу не идет. в Ну, в шугу. ямах где-то. Шум сейчас этот будем- перестанет. Если только схватит речку, он сразу выйдет. Расползется и будет гулять. Да, и будет ловиться. Ладно, будем ждать, надеяться, что сегодня-завтра река встанет и все у нас получится. Да? Скажем, до свидания, друзьям, на сегодняшний день. Да. Не Спокойной обижайтесь. Ну, Да. Не пьем мы, не пьянствовать сюда Да. мы приезжаем, а на После- рыбалку. после такого труда Стопочка не во вред. не во вред, только на пользу. Не понять мне этого. Ну ладно. Кто понимает, тот знает. Этой категории, кто понимает и кто знает, огромный привет и Да. спокойной ночи. А те, кто не понимает, ну, смотрите другие каналы. Ералаш, допустим, или еще И что-нибудь. жмем рыбацкую лапу. До завтра. Медвежью. Да.